9 северных параллелей пересекают нашу Землю. 10 европейских государств уместились бы на ней. Кладом несметных богатств называют ее геологи. Республика Коми – трудолюбивый и гостеприимный край. Республика Коми расположена к западу от Уральских гор на крайнем северо-востоке европейской части России. 416 тысяч квадратных километров – общая площадь региона, что сравнимо с территорией Франции и вдвое превосходит Великобританию. В настоящее время население республики составляет 854,6 тысяч человек. Это представители более 120 национальностей. Государственные языки – коми и русский. Столица республики Коми – город Сыктывкар, в прошлом Усть-Сысольск, основан в 1780 году. Коми – необыкновенный северный край, где соседствует цивилизация и места, где не ступала нога человека. На территории республики расположено более 200 особо охраняемых природных территорий и около 1500 объектов культурного наследия. Около 70 тысяч озер, 33 миллиона гектаров леса. Лесами занято 73% территории региона. Не зря республику Коми называют «легкими европейского севера». Уникальная территория – Печора-Илочский заповедник. Таких девственных лесов, не подвергавшихся влиянию деятельности человека и техногенному воздействию, в Европе уже не сохранилось. По решению ЮНЕСКО Печора-Илочский заповедник и Национальный парк Юга-2 под общим названием «Девственные леса Коми» были внесены в перечень объектов всемирного культурного и природного наследия. Это первый российский природный объект, получивший такой статус. По территории республики Коми протекает река Мезень. Она считается самой чистой в Европе. Наш край можно смело назвать российским Клондайком. Огромные сырьевые богатства – нефть, газ, уголь, золото, бокситы, марганцевые руды, кварцевое сырье, строительные материалы, минеральные и пресные подземные воды, древесина. Все это привлекают сюда энергичных деловых людей со всех континентов. Основа экономического потенциала региона – промышленность, где занято более 13% всего населения республики Коми. Наш край относится к числу крупных экспортеров. По поставкам фанеры, бумаги и картона Коми занимает ведущие позиции в России. В экспорте большая доля приходится на основные виды топливно-энергетических ресурсов – нефть и нефтепродукты. Основные потребители продукции – Нидерланды, Польша, Украина, Германия, Финляндия, Великобритания, Италия, Турция, Франция, Бельгия, Египет, Швеция, Швейцария, Узбекистан, Азербайджан и страны Юго-Восточной Азии. Иностранные компании не только имеют активные торговые отношения с предприятиями республики, но и ведут бизнес на территории Коми. В республике Коми развитая транспортная система. Основным предприятием воздушного транспорта в республике Коми является Коми Авиатранс. Региональная авиакомпания обеспечивает как внутренние перевозки, так и за пределы республики по таким направлениям, как Москва, Санкт-Петербург, Котлас, Архангельск, Екатеринбург, Самара, Уфа, Нарьян-Мар, Киров, Пермь. Сегодня далеко не каждый регион в России имеет свою собственную авиакомпанию. Кстати сказать, республика Коми – первый в стране эксплуатант и площадка базирования самолетов Embraer 145. Республика Коми является одним из ведущих лесопромышленных регионов России. В лесопромышленном комплексе представлены все стадии и звенья производства, начиная от выращивания и охраны лесов, заготовки древесины и завершая глубокой переработкой древесного сырья. Составляющие деревообрабатывающие отрасли республики – это лесопильное и фанерное производство, производство строительных деталей и деревянных домокомплектов, плит на древесной основе. В целлюлозно-бумажной отрасли осуществляется выпуск бумаги, картона, санитарно-гигиенических изделий. Республика Коми – один из ведущих деревообрабатывающих регионов России, занимающих лидирующие позиции в российском производстве клееной фанеры, бумаги и картона. Ведущим предприятием целлюлозно-бумажного производства в республике является Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. Самый известный бренд компании – офисная бумага «Снегурочка», лидер рейтинга российских товаров среди офисных бумаг.
Важным промышленным сектором региона является топливно-энергетический комплекс. Наш природный газ из республики доставляется потребителям европейской части России и Западной Европы. Нефть и уголь республики помогают развивать экономику России и стран зарубежья. Именно в Печорском крае в 1746 году был построен самый первый в мире нефтяной промысел на берегу реки Ухта. Здесь в 1868 году была пробурена первая на североевропейской части России эксплуатационная нефтяная скважина. Республика Коми принадлежит к числу первых северных регионов, в которых после революции началось освоение подземных богатств. Сегодня на территории республики работают крупнейшие компании России – «Лукойл», «Роснефть», «Газпром» и «Северсталь». В разработку постоянно вводятся новые месторождения, эффективно внедряются современные технологии. Уникальным и единственным в европейской части России является Печорский угольный бассейн. Запасы каменного угля составляют 7 миллиардов тонн, или почти 4% от общероссийских. Состояние минерально-сырьевой базы угля имеет все возможности для ввода новых объектов в эксплуатацию, а созданная инфраструктура и сравнительная близость к центрам потребления позволяет рассчитывать в перспективе на значительное увеличение объемов добычи. В республике Коми, в городе Воркута, находится одна из крупнейших шахт в Европе – Варгашорская. В республике ежегодно добываются около 15 миллионов тонн нефти, почти 3,5 миллиардов кубических метров газа, около 14 миллионов тонн каменного угля. По уровню добычи нефти Республика Коми находится на 11-м месте среди основных нефтедобывающих регионов страны. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, располагающаяся в Республике Коми и Ненецком автономном округе, занимает по запасам нефти 4-е место в России и характеризуется высокими перспективами по приросту запасов и наращиванию объемов добычи. В республике работает самый северный в мире нефтеперерабатывающий комплекс «Енисей», расположенный в Усинске. Сосногорский газоперерабатывающий завод является крупнейшим предприятием в Северо-Западном федеральном округе по комплексной переработке природного газа и нестабильного конденсата. В Тиманской бокситоносной провинции на территории Республики Коми находится 26% от общероссийских запасов бокситов и около 60% от общих ресурсов. На этой базе с успехом реализуется добыча бокситов, составляющая около 3 миллионов тонн в год и имеющая значительные перспективы для дальнейшего наращивания добычи. В Республике Коми большую ценность представляет Ярикское месторождение. Оно является потенциальной сырьевой базой для обеспечения рынка России продуктами переработки тяжелой нефти и титановой руды. Уникальность месторождения состоит в том, что кроме больших запасов нефти, оно содержит запасы титановой руды. Ярикское месторождение – это единственное в России и второе в мире место, где нефть из недр извлекают особым шахтным способом. В городе Ухта в 2015 году заработало производство высокотехнологичного реагента для глубокой очистки воды – титанового коагулянта на базе Ярикского нефтетитанового месторождения. Одно из приоритетных направлений развития региона – агропромышленность. В состав агрокомплекса республики входят 287 организаций сельского хозяйства, рыболовства, производства пищевых продуктов, перерабатывающих, обслуживающих потребкоопераций. Биоклиматические ресурсы территории позволяют вести интенсивное полевое земледелие на юге республики, оленеводство и промысловое хозяйство на севере. Одной из главных задач для отрасли сегодня является повышение уровня самообеспечения республики основными продовольственными ресурсами. Так, в области животноводства в регионе уже начата реализация нескольких проектов-драйверов, которые направлены на увеличение молочного поголовья, внедрение новых технологий и создание эффективных производств. Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов в Прилузском районе, молочных комплексов на 1200 голов в Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах. На 2016 год намечен старт проекта по строительству крупного тепличного комплекса площадью более 30 гектаров в Книжпогостском районе. К 2020 году в новом тепличном комплексе будет выращиваться свыше 30 тысяч тонн овощей и зеленых культур.
Наш регион считается жемчужиной экологического туризма, край нетронутой природы, реликтовых лесов, бескрайних просторов. С развитием туристической индустрии мы связываем свое будущее. Визитной карточкой республики являются знаменитые столбы выветривания на плато Мань-Пупунёр. В 2008 году этот геологический памятник был признан одним из самых интересных природных и архитектурных объектов страны и вошел в список 7 чудес России. По территории Коми протекает самая длинная и чистая река Европейского Севера – Печора. Водные маршруты по ее притокам пользуются особой популярностью у туристов. Наши чистые реки привлекают любителей рыбалки. Большой познавательный интерес у наших гостей вызывает первая в мире лосиная ферма в поселке Якша на территории Печора-Илочского заповедника, этнографический музей под открытым небом в селе Усть-Вынь, архитектурные ансамбли Ульяновского и Кылтовского монастырей и старинные народные праздники. Уникальным туристическим событием русского севера является ежегодный этнопраздник Устцилимская горка. Сегодня село Устцильма – одно из немногих мест в России, где старообрядческий праздник средневековой давности сохранился в обрядовом действии. Не менее масштабен и интересен праздник Луд в Вижемском районе. Скачки на лошадях, красочное хоровое действо, народные игры – основные элементы праздника основаны на древних мифологических и этнографических сюжетах и реконструируют старинные обряды. Популярным является и спортивный туризм. Коми традиционно считается родиной лыж. Лыжа Йиркапа, экспонирующаяся в Национальном музее Республики Коми, может считаться самой древней в мире. Относится к эпохе мезолита. Наибольший интерес для любителей лыжного спорта представляют мероприятия российского и международного уровня, ежегодно проводимые на республиканском лыжном комплексе имени олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Северный Урал предоставляет прекрасные возможности для занятия сноукайтингом, горнолыжным спортом, альпинизмом. В Краткеровском районе республики ежегодно проводятся соревнования по бегу в охотничьих лыжах – Лямпиада, а в Воркуте – гонки на оленях упряжках. Рядом со старинным селом Иб возведен финно-угорский этнокультурный парк. Это целый туристический комплекс с гостиницей, кафе и огромным количеством развлечений. Этнопарк дает возможность окунуться в историю и культурное наследие местных народов. Республика Коми обладает высоким инвестиционным потенциалом. К числу основных факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность региона, относятся политическая, социальная и экономическая стабильность, наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей поддержку инвестиционной деятельности, уникальное по запасам, условиям залегания, разнообразию и качеству сочетание минерально-сырьевых ресурсов, дешевые энергоносители, высококвалифицированные кадры, обеспеченность бюджетной системы собственными финансовыми ресурсами и высокое качество финансового управления. Привлекательность инвестиционного имиджа республики подтверждается ведущими мировыми и отечественными рейтинговыми агентствами. Ключевое направление региональной инвестиционной политики – это обеспечение максимально комфортных условий для создания и ведения бизнеса на территории Республики Коми. Залогом благоприятной деловой среды для инвесторов являются гарантии и поддержка правительства региона. Она оказывается как через региональные программы, так и в сотрудничестве с федеральными институтами развития. Инвестор может быть уверен, что его никто не бросит на полпути. Кроме того, те, кто реализует масштабные инвестиционные проекты в республике, могут получить землю в аренду без проведения торгов. В последние годы объемы инвестирования в республику весьма значительны. Ежегодный прирост инвестиций в основной капитал по республике составляет в среднем 5%. Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2015 году. Россия – 99,4 тысячи рублей. Республика Коми – 203,4 тысячи рублей. Успешными будут проекты по внедрению инновационных технологий в агропромышленном комплексе, стройиндустрии, проекты, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых – нефти, угля, газа, титановых, бокситовых и других руд. Проекты по созданию биохимических производств, индустриальных парков, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. В том числе перспективные проекты для инвестиций. Строительство Ярикского горно-химического комплекса по добыче и переработке титановой руды.
добыча и переработка природного газа и конденсата на Инкинско-Кожемской группе месторождений, строительство горно-обогатительных комплексов на базе Усинского месторождения коксующегося угля, строительство завода по производству биоэтанола в Троицко-Печорском районе, строительство крупномасштабного тепличного комплекса в Ембе, освоение Пижемского месторождения россыпного титана в Уссылимском районе Республики Коми и строительство на базе месторождения химико-металлургического комплекса, строительство и реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Нарьян-Мар, масштабный межрегиональный проект по строительству железнодорожной магистрали Белкамур, который обеспечивает выход грузопотоков к опорным портам Северного морского пути. Мы любим свою республику. Мы гордимся ей. Нам есть что показать и есть что предложить. Добро пожаловать в Республику Коми. Уникальный по своим возможностям регион России.